Краткая история Чеченской Республики Ичкерия. 12 июня 1990 года Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в которой впервые широко обнародовано о правах колониальных народов СССР на свой суверенитет и независимость. Согласно положению этой декларации, преамбула, а также части 4 и 5, автономным республикам, в свое время насильственно присоединенным к РСФСР в советский период, теперь давались широкие права, в том числе, вплоть до провозглашения своего суверенитета и построения своего независимого государственного образования. То есть, фактически, предоставлялось даже право изменить свой колониальный статус в Российской империи, именуемой СССР. Сие значило, что Верховный Совет РСФСР признавал суверенитет любой нации, пожелавшей этого. В строгом соответствии с Ельциновской декларацией легитимный на тот период высший законодательный орган Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Верховный Совет ЧАСР во главе с его тогдашним председателем, первым секретарем Чечено-Ингушского рейскома КПСС, товарищем Докугапуровичем Завгаевым, 27 ноября 1990 года упраздняет статус автономности, советскости и социалистичности, преобразовывая Чечено-Ингушетию в новое государственное образование союзного статуса, Чечено-Ингушская республика, и провозглашает акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, утвержденный впоследствии Верховным Советом РСФСР, высшим российским законодательным и легитимным органом того времени. С.М. Ведомости ВС РСФСР 1990-1991 годы. Справедливости ради надо сказать, что генерал советской армии, Джохар Дудаев, продолжал в это время нести государственную военную службу в одной из прибалтийских частей стратегической авиации МО СССР. Первое. Разрешение на чеченский суверенитет дали никто иные, как Ельцин и ВС РСФСР. Большинство россиян должно об этом помнить. Второе. Автор чеченского сепаратизма, Завгаев. Об этом россияне тоже должны знать. С.М. Бюллетень «Политический ландшафт России», 1995, январь, Н.В. Петров, «Чеченский кризис и российская государственность». 19 августа Завгаев документально подтвердил свою поддержку ГК ЧП. Провалом путча Завгаеву был подписан безоговорочный приговор. Осеннее нашествие в Грозный августовских героев Хасбулатова, Рудского, Бурбулиса, Полторанина и других привело к самороспуску ВС ЧИР и официальной отставке Завгаева со всех постов. 25 августа 1994 года в Москве, Ельцин, Лобов, Грачев, Степашин, Савастьянов зам. Степашина, Егоров, Ирина Д.Р. Принимается окончательное решение о насильственном свержении президента ЧРИ Джохара Дудаева и утверждается сценарий по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. 26 ноября 1994 года, когда вооруженные силы России под видом, якобы, чеченских оппозиционных сил в количестве более 4000 человек, имея около 170 единиц бронетехники, при поддержке авиации вторглись в столицу Чеченской Республики Ичкерия, город Грозный, где были наголову разбиты и нашли свой бесславный конец. Спустя всего лишь неделю, по горячим следам, руководитель операции Савастьянов был уволен по прямому указу Ельцина. В конце ноября, начале декабря 1994 года, за несколько дней до широкомасштабного военного вторжения российских войск в Ичкерию, план «Миграция» почти слово в слово был повторен уже в скандально известных депортационных документах нового российского правительства, подписанных на сей раз В. Черномырдином, где высылка чеченцев фарисейски называется вынужденной эвакуацией, а депортантов – вынужденные беженцы. Распоряжение правительства РФ России номер 1887 от 1 декабря 1994 года. Постановление правительства РФ России номер 1360-П от 9 декабря 1994 года. 31 марта 1992 года в Москве был подписан федеративный договор, закрепляющий по сути новые колониальные статусы российских народов, насильственно порабощенных в прежние годы, а также декларирующий новое государственное образование, получившее название Российская Федерация Россия.
Чеченская республика этот федеративный договор, получивший название Хасбулатовского, не подписала. Отказались также поставить свою подпись еще только Татарстан и Башкортостан, хотя впоследствии они это сделали. Чеченская республика не делегировала своих представителей в Верховный Совет РФ России. С апреля месяца 1992 года Российская Федерация, де-факто признавая независимость Чеченской Республики, начинает осуществлять ряд мер на финансово-экономическое и политическое размежевание с молодым чеченским государством. С тех пор Чеченская Республика ни в каких внутрироссийских делах не участвует. 26 мая 1992 года Чеченская Республика подписала межправительственное соглашение с властями России о выводе всех российских войск с территории ЧР и о разделе вооружения. К 7 июля 1992 года последний солдат российских вооруженных сил покидает пределы Чечни. Это первая территория бывшего СССР и стран соцлагеря, откуда были полностью выведены российские войска, де-факто подтверждая признание России независимой Чеченской Республики. Осенью 1992 года парламент Чеченской Республики и Верховный Совет Российской Федерации провели переговоры и подписали протокол об основах российско-чеченских отношений, вновь де-факто признающий Чеченскую Республику в качестве независимого государства. После победы в Первой российско-чеченской войне в новейшей истории 27 января 1997 года состоялись вторые в истории чеченского государства всеобщие, свободные, демократические выборы в высшие органы власти, в ходе которых были избраны президент Аслан Масхадов и парламент, председатель Руслан Али Хаджиев Чеченской Республики Ичкерия. Первые же выборы в ЧРИ были проведены 27 октября 1991 года независимые эксперты из 30 стран мира, в том числе и из России, а также миссия ОБСЕ во главе с Тимом Гульдеманом, которые наблюдали за ходом выборной кампании, подтвердили легитимность новых органов власти ЧРИ, избранных в острой конкурентной борьбе и при высокой активности избирателей. 12 мая 1997 года в Кремле президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Алиевич Масхадов и президент Российской Федерации Борис Ельцин подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. Первая российско-чеченская война закончилась победой Ичкерии. Следует отметить, специалисты в области международного права выделяют 4 главных фактора, необходимых любому государству. 1. Наличие народа. 2. Территории. 3. Независимого правительства. 4. Способности поддерживать отношения с другими странами на основе суверенитета. Достаточно только самого факта провозглашения нового государства, чтобы у него появилась международная правосубъектность. При этом акт международного признания всего лишь констатирует это событие. Например, именно из-за отсутствия независимого правительства, будучи признанной РФ и еще несколькими странами, Абхазия не является государством. При этом стоит отметить, что Чеченская Республика Ичкерия была признана Грузией, Афганистаном и турецким Кипром. Но как же Чеченская Республика попала в Конституцию РФ? В поспешную Ельциновскую Конституцию, утвержденную 12 декабря 1993 года методом опроса граждан субъектов Российской Федерации, было априори внесено, что Чеченская Республика является составной частью России. Вопиющее правовое нарушение, имеющее лишь один единственный прецедент в мире, когда Ирак, не спрашивая кувейцев, тоже по своему волевому желанию включил Кувейт в свою конституцию, как одну из 19 иракских территориальных провинций. Тогда, когда 2 августа 1990 года, используя этот предлог, под лозунгом восстановления конституционного порядка. Интересная аналогия, не правда ли? Ирак совершил военное нападение на Кувейт и впоследствии полностью оккупировал его, весь мир встал на защиту Кувейта и напрочь отмел побудительный оправдательный тезис Саддама Хусейна о территориальной целостности Ирака, как абсолютно несостоятельный. Российский народ проголосовал за Конституцию РФ, в которую против воли и желания самого чеченского народа был внесен пункт о том, что Чеченская Республика входит в состав РФ России. Чеченская Республика в общероссийском референдуме и в утверждении Конституции Российской Федерации 1993 года не участвовала.
Чеченская республика в выборах российского парламента 12 декабря 1993 года не участвовала. Чеченская республика не делегировала своих представителей в высшие органы власти России. Чеченская республика не принимала участия в приватизации имущества РСФСР. Чтобы предъявить своим гражданам или мировому сообществу, у официальной Москвы на 11 декабря 1994 года не было ни одного оправдательного документа, подписанного от имени чеченского народа и свидетельствующего о том, что Чеченская республика входит в состав России или является ее составной частью. Важным фактором для истории остается само начало Второй российско-чеченской войны. Стоит напомнить, что за две российско-чеченские войны погибло 300 тысяч, 30%, граждан Ичкерии, среди которых 42 тысячи детей. В 1998 году, устранившись от контроля за двумя населенными пунктами в Дагестане, российская власть позволила установить в них шариатские законы. Председатель правительства РФ Степашин заявил, что не применит силу против жителей Дагестана. Затем через агентуру был заключен договор о взаимопомощи со Шамилем Басаевым. План был прост до безобразия. Русские решили повторить неудачный опыт осетино-ингушского конфликта. Российская военщина начинает восстанавливать конституционный порядок в Чебанмахе и Карамахе, следовательно, защитники сел просят помощи у Басаева. Чеченцы приходят на помощь, а Россия объявляет о вероломном нападении Ичкерии на нее. Часу сбили, повод к войне имеется. Как и ожидалось, Басаев 7 августа 1999 года пошел на помощь, назвав свою операцию спасательной, так как дагестанские женщины и дети подвергались массированным бомбежкам, им нужна была срочная эвакуация. О помощи для вывода женщин и детей из окружения попросили дагестанские вооруженные формирования во главе с проповедником Багаутдином, который вернулся в родной Дагестан ранее. Задача Басаева заключалась в ослаблении русского кольца вокруг двух сел. Но Басаев объявил, что идет в Батлих, а не Карамахе. Замешательство и паника в стане врага позволили без особых проблем спасти жизни многим мирным жителям Дагестана. Все женщины и дети были выведены в Ичкерию. Через неделю все чеченские добровольцы вернулись в Чечению, но еще какое-то время дагестанские ополченцы во главе с Багаутдином продолжали вести боевые действия с российской армией. А самое плохое для военного и политического руководства России было то, что официальная власть Чеченской республики Ичкерия в лице президента Аслана Масхадова не поддержала операцию Басаева, и даже осудила. Так же как русские добровольцы в Крыму и на Донбассе, отдельные представители чеченских добровольцев не давали юридического повода начать агрессию против Ичкерии. 16 августа Масхадов ввел на территории республики чрезвычайное положение. И в тот же день на митинге в Грозном он заявил: «Мы не имеем никакого отношения к тому, что происходит в Дагестане, и расцениваем это как чисто внутреннее дело России». В резолюции митинга говорилось, что за действия единичных добровольцев не несут ответственность ни руководство, ни народ Чечни, а Россия стремится использовать Дагестан как трамплин для развязывания кровавой войны в Чечне. И тогда русским пришлось прибегнуть к плану. План был еще проще, чем план А, но был более жесток и коварен. Достаточно было взорвать жилые дома в России, для того чтобы объявить, что чеченские террористы взрывают Россию. Первый дом был взорван при помощи грузовика ГАЗ-52, он был взорван в Буйнакске, Дагестан, рядом с пятиэтажным жилым домом номер 3 на улице Ливаневского, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады Министерства обороны России. Террористический акт в Буйнакске произошел 4 сентября 1999 года в 21 час 45 минут. В результате взрыва были разрушены 2 подъезда жилого дома, 64 человека погибли, из них 23 – дети, 146 человек ранены. Но дезориентированные жители России, которым было наплевать на весь Кавказ, отреагировали на это очень вяло. Московские террористы были осведомлены настроениями в российском обществе. Жилой дом в Буйнакске был взорван лишь для того, чтобы можно было проследить связь между спасательной операцией Шамиля Басаева в Дагестане с атаками на жилые дома в России. В первую очередь, конечно, должна была быть атакована столица Российской Федерации – Москва.
Второй взрыв прогремел 8 сентября 1999 года в полночь на первом этаже девятиэтажного жилого дома номер 19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы. Два подъезда дома были полностью уничтожены. Взрывной волной были деформированы конструкции соседнего дома номер 17. По официальным данным, в результате взрыва погибли 100 человек, 690 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере, получив моральную травму, и тут произошло то, за что любой народ в любой стране смел бы власть, то, что ни один народ не оставило бы равнодушным. Тогдашний спикер Госдумы Геннадий Селезнев на заседании сообщил депутатам: «Селезнев ГН меньше чем больше, чем вот сообщения еще передают». По сообщению из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в городе Волгодонске. Жириновский ВВ, а в Волгодонске атомная станция. Все бы хорошо, но это стенограмма заседания 13 сентября, когда до взрыва в Волгодонске еще 3 дня. Через 3 дня сразу после взрыва, обещанного Селезневым в Волгодонске, депутат Жириновский задаст вопрос Селезневу, откуда у того была такая информация, за что будет лишен слова на месяц, так и не получив ответ на свой вопрос. Есть ли русский народ? Третий взрыв дома произошел не в Волгодонске, а в Москве на Каширском шоссе, 13 сентября 1999 года в 5 часов утра. Взрыв произошел в 8-этажном кирпичном жилом доме номер 6, корпус 3. Поскольку дом был кирпичный, в результате взрыва он был полностью разрушен, а почти все находившееся в нем 124 жильца погибли, 7 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало 119 семей. Затем последовал четвертый подрыв дома 16 сентября 1999 года в 6 часов утра в Волгодонске Ростовской области рядом с 9-этажным жилым домом номер 35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. От взрывной волны была разрушена фасадная часть дома. Из завалов было извлечено 18 погибших, 1 человек умер в больнице, 89 человек госпитализированы. Только после серии взрывов домов, в которых погибло более 300 человек, и массированной информационной обработки, которая не прекращалась ни на один день с 1994 года, российская общественность начала поддерживать войну против суверенной Ичкерии. Лидеры иностранных государств сделали вид, что она поверила в версию чеченского следа. Тони Блэр прилетел в марте 2000-го в Санкт-Петербург, где провел тайные переговоры с террористом Путиным, благословил его на президентство и фактически на войну против суверенной Ичкерии. До ядерного теракта с применением полония-210 в Лондоне, когда был убит Александр Литвиненко, а сотни граждан Великобритании получили облучение, оставалось 6 лет. Вопрос «Уэс Путин?» был риторическим. Но в данную историю вмешался житель Рязани Алексей Картофельников, который 22 сентября 1999 года увидел, как 2 мужчин и 1 женщина заносят мешки в подвал его дома по улице Новоселов 14-16. Вызвав милицию, бдительный гражданин Картофельников спас не только себя и своих соседей, но и послужил главной причиной рассекречивания террористических атак на жилые дома в 1999 году. Затем были пустые слова директора ФСБ Патрушева о учениях и сахаре, независимое расследование на канале НТВ. Предприняв жалкие попытки разобраться в убийствах своих же женщин и детей, российская общественность, журналисты, политики и даже те, кто присягал защищать россиян, военные, полиция и ФСБ, всей дружной компанией пошли топить в крови чеченский народ. Так началась Вторая